Якутия, одна из первых, подняла проблему людей, попавших в трудную жизненную ситуацию и ночующих из-за этого на улицах столицы Якутии. Чтобы понять причину и найти пути решения, уполномоченный по правам человека в Республике Саха Сардана Гурьева совместно с Министерством внутренних дел инициировала проведение социальных акций «Путь к дому», куда были привлечены представители всех уровней власти, от муниципалитета до Министерства здравоохранения Якутии. Первая акция прошла в конце августа, тогда обратилось 70 На сегодняшний день уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия Сардана Михайловна Гурьева пытается повернуть все организации, учреждения ведомственные, в том числе общественные организации, благотворительные организации, чтобы они откликнулись, увидели, что эта проблема есть и надо помочь. Меня нашли на улице. Я сам с больницы только что вышел. Видишь, загипсованный. Никуда не мог идти. Они вот подыскали. Вот кормят. Сейчас подвезут куда надо. Акция «Путь к дому» проводится в том числе, чтобы помочь тем, кто желает изменить свою жизнь. Акция носит добровольный характер. Те, кто желает на самом деле вот реально, чтобы у них в жизни произошли изменения, им оказана помощь. А, к сожалению, часть людей, они потом уже дальше пошли злоупотреблять спиртными напитками. И такие случаи у нас, к сожалению, имеют место быть. Поэтому сегодня остро ставится вопрос открытия медицинского вытрезвителя на территории города Якутска. Опыт других субъектов показывает, что это вопрос решаем. И на самом деле, конечно, они являются муниципальными учреждениями. Среди бомжей много таких, кто оказался на обочине жизни не по своей воле. Человек без документов и прописки не имеет шансов найти работу и жилье. Поэтому в Якутске есть ряд центров, работающих на общественных началах. Занимаются реабилитацией людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Немного, правда, по другому принципу. Там, чтобы проживать в комфортных человеческих условиях, приходится усердно молиться или работать. Пытаемся людям помочь, то есть, да, допустим, если у человека есть желание там пойти куда-то учиться, там пойти еще что-то, то есть мы всегда в этом плане помогаем. Вот у нас есть свадьбу устраиваем, люди женятся, живут, вот у нас семейная пара живет, да, Андрей там Петров и Сардана, то есть они здесь уже несколько лет в центре, да, они здесь встретились, понравились друг другу, полюбили, то помогаем людям во всем, если у человека есть желание, но если у человека нет такого желания, то есть, ну, здесь мы уже, как говорится, бессильны, если у человека нет желания. Если, главное, что если у человека есть желание, то с нашей стороны помощь будет оказана. Ну, труд всех облагораживал, поэтому мое мнение стопроцентное, что чем больше они работают, тем меньше у них есть время на дурь в голове. Тем меньше, я вам серьезно говорю, что когда мы завалены работой, аврал у нас идет, даже не вечером приходят, они уставшие, поужинали, что-то поиграли тут в нарды, что-то посмотрели телевизор, еще что-то, пообщались между собой с телефонами и так далее. Вечером спать легли, вы думаете, все убежали от вас? Нет, они просто спят уже. Но некому же убирать наши помойки, некому убирать наши подъезды и так далее, потому что это, такая низкооплачиваемая работа. А почему бы им, раз они дошли до такой жизни, не работать дворниками? Это не унижает их достоинства. Всякая работа хороша.
Но если вы дошли до такой степени, если вы допились, если вы так опустились, ну давайте как-то подниматься. А почему надо подниматься сразу с высокого? Почему им сразу зарплата 50 тысяч? Люди, которые нормальную вышку заработали, они не алкоголики, не наркоманы, они там стремились, они там по лестнице какой-то шли, вот у них зарплата полтинник. А с чего им-то давать эту зарплату-то 50? Вот пусть идут за 10, за 15 подметают. Лично нормально. И заняты меньше дури. И я считаю, что какие-то денежки. Ну что можно просить от государства? Ну что можно просить от государства? У нас полно больных людей. Детей полно. Ими в первую очередь, наверное, государство будет заниматься, а не нами, правильно? Поэтому мы в основном сами самостоятельные. Якутская региональная общественная благотворительная организация «Линия жизни» также оказывается содействие в восстановлении социально полезных связей, утраченных документов и оформлении социальных пособий и пенсий. В случае отсутствия жилья оставляет у себя в общежитии на необходимый период времени. Кроме этого, каждому обратившемуся оказывается содействие в трудовом устройстве и помощь в восстановлении профессиональных навыков. Ну, в основном, конечно же, это люди бездомные, тем, куда пойти некуда, ведущие асоциальный образ жизни, то есть люди зависимые, в первую очередь, их большинство зависимые от алкоголя. То есть те, которые из социума, так мы скажем, выпали, да, они бродяжничают, у них потеряны у большинства, как правило, связи с родственниками, с какими-то знакомыми. Вот они в новом кругу, так называемом, бродяжничают и попадают вот к нам. Большинство, конечно, это вот такой контингент. В первую очередь у нас человек получает сначала срочную социальную помощь. Она выражается в том, что приходит человек с улицы грязный, голодный, где-то местами даже не совсем трезвый. То есть он у нас проходит санобработку, это моется, меняет одежду на чистую, естественно, там, если совсем непригодно, то все это сжигается, да, в чем он пришел. Соответственно, получает горячее питание, и если нужно, ложится, отдыхает, отходит там в течение нескольких дней, бывает, да, встает только покушать. И все, и немножко в себя прийти. Если человек нуждается у нас в восстановлении документов, мы восстанавливаем документы, но в первую очередь это паспорт, да, и дальше там кому необходимо. Кому-то медполис, кому-то СНИЛС, кому-то ИНН и так далее. У нас, допустим, четких критериев, что пришел человек, да, и он в его должностные, так скажем, обязанности, конечно же, не установлены, да, и какое-то определенное время для того, чтобы там проживать, значит, нужно сделать там то-то и то-то и то-то. Этого, конечно же, нет. По мере, значит, нуждаемости, да, в каких-то там моментах материальных, еще в чем-то, мы подыскиваем работу. Она, как правило, неквалифицированная, да, это дворники, где-то грузчики, где-то там помочь подсобные рабочие. То есть есть работа, человек по силам может, он пошел, где-то поработал, допустим. Поэтому такие центра похожи на нас, да, и в настоящее время не пустые. То есть такими людьми занимаемся мы, им есть куда пойти, как правило, информация о таких центрах, местах, там, да, люди ей владеют, те, кто вот ведет бродяжничий образ жизни по городу, то есть они знают. Если бы не было, конечно, нужды у этих людей в доме, да, и, соответственно, нас бы, наверное, тоже не было. Просто нужно принять то, что наличие вот таких людей, они будут и никуда не денутся. В любом случае ими нужно заниматься, с ними нужно работать, их нельзя оставлять за бортом, отталкивать куда-то. Им нужно создавать условия для того, чтобы они вели полноценную, нормальную человеческую жизнь в рамках, вот, допустим, мы можем сказать, допустим, центра, да, там, где человек будет себя чувствовать человеком, по крайней мере. А есть в городе общественная организация социальной защиты горожан, склонных к употреблению психоактивных веществ и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. «Алмаз». Там постояльцы проходят ресоциализацию по 12-ступенчатой программе. И мы берем людей не прямо с улицы,
А вот людей, уже вот прошедших медицинскую реабилитацию вот через ЕРНД, вот, через Красную Якутию, если они прошли их программу, то мы берем. И в основном у нас контингент алкозависимые и наркозависимые. И у нас вот программа рассчитана 6 месяцев в сельскохозяйственной коммуне, там ресоциализацию проходят, и 6 месяцев социальной реабилитации. Здесь в городе уже трудоустраиваем, кому уже идти после нас, находим место, где он может в арендованное жилье, в семью кто возвращается, работаем с созависимыми. У нас психологи очень сильные, в основном психологи работают. Такие люди, как правило, не имеют документов, имеют проблемы со здоровьем, не имеют постоянного места жительства, вследствие чего не могут интегрироваться в социум и, проживая на улице, часто получают тяжелые формы обморожения в зимний период. Поэтому вопрос таких центров стоит остро. Центры, по сути дела, которые возвращают людей к этой жизни, они работают самостоятельно. И сама жизнь им подсказывает те виды работ, которые востребованы. И та схема, которая у них жизнеспособна, мы с вами видим. Сегодняшний центр, допустим, работает Пинуэл с 2011 года, Алмаз тоже, но это реально при поддержке республики, он работает с 2015 года. Значит, линия жизни тоже работает примерно так же с начала 10-х годов. Соответственно, значит, эта система, она жизнеспособна. И нам надо анализировать виды услуг, которые они делают, и, собственно говоря, понимать, какие могут быть нормативные решения для того, чтобы такие центры реально могли получать возмещение. Налаживание системы работы в сфере здравоохранения. Это связано с тем же первичным медицинским осмотром, это и организация флюорографии, и последующее лечение. А мы сегодня ведем речь о государственном подходе, мы говорим о системе организации таких работ, и через это мы выходим на эффективность деятельности. Сколько же всего проходит человек через стены подобных центров, людей без определенного места жительства, сказать сложно, хотя и ведется учет. Если компетентные органы вам не оказали экстренную помощь, обращайтесь по телефону горячей линии уполномоченного по правам человека в Якутии 507-363 с 9:00 до 17 часов в рабочие дни. Эхо столицы, польза в каждой странице. Читайте на этой неделе. Что нельзя делать с ипотечной квартирой? Февраль – конец дачной амнистии. Школа по прописке или по желанию. Во всех киосках, горпечати и на почте с четверга.